Бәріңізге сәлем. Сәлем. Короче, біз бүгінге Ready with us түсіретін боламыз. Яғни осындай видеолар Инстаграмда, там ТикТокта өте популярный. Осындай форматта видео мен Инстаграмға түсірген болатынмын кеше, және де маған өте қатты ұнады. Сондықтан біз оны ютубқа түсіруге шештік. Яғни біз енді с вами, конечно, будем болтать сегодня. И өзіміздің фишкаларымыз туралы айтатын боламыз. Өйткені өздерің білесіңдер, мы начали краситься в этом году. Нормально прям краситься мы начали только в этом году. И мы вообще не умеем, мы вообще не профессионалы. Так что наверное, будет вам интересно посмотреть на наше лицо. Да. Так что давайте начнем. Короче, мы сегодня воскресенье, и мы сегодня едем по делам. Да. Но все равно, даже если по делам, нужно быть красивыми. Мы вот помыли свои бошки в виде орамал. Мы обожаем краситься медленно. Асықпай, сөйлесіп, отырып, короче, шешіп. Немного расскажу вам о нашем уходе. Вы знаете, у 13 бастап прям ужасные проблемы с нашей кожей. Это акне, постакне, всякие комедоны, черноточки. И мы с этим всем боремся до сих пор. Если мы не будем делать уход, то они все заново выйдут уже в большом количестве. И мы к себе подобрали уход, очень-очень профессиональный. И мы этим уже уходом пользуемся год-два. И нам очень сильно помогает. Но, конечно, у нас еще лицо не самое идеальное. Мы, надеюсь, сможем сделать это все perfect. Но мы еще, короче, в процессе. Мы еще в процессе. Да. Вообще, без видео, да, попытаемся вам сказать, давайте 10 фактов о нас. Но это, мне кажется, будет вряд ли, потому что мы не можем такой формат видео снимать, потому что мы не можем говорить о себе так много. Но мы попытаемся, и надеюсь, вам будет интересно. Знаете, перед макияжем мы всегда возьмем спонжик вот это вот для тушевки. Просто брызгаем водой. Типа это обычная вода, и мы так вот так делаем, и получается екі-үш есе үлкен становится, үлкен болады. Сейчас, подождите. Короче, осы үлкен болып кетеді, и потом легче растушевывать. И бактериялар ішінде жиналмайды. Сондықтан, короче, перед использованием всегда брызгайте водички. Давайте побрызгаем и уже начнем. Я еще сказала, что мы постараемся в течение видео рассказать о себе 10 фактов. Но это не точно. Мы можем забыть. Не то, что можем забыть, мы не так уж сильно много о себе говорим. Обычно. Кетчуп. Певку нужно мазать прям и зимой, и летом, потому что, наше солнце и зимой, и летом, чтобы не было вот это рак кожи, мы мажем SPF крем. SPF крем это типа солнцезащитный крем тяхта, брах это, как вам объяснить? Это, супер нужная вещь, которую нужно мазать каждый день. Даже если вы сидите дома, потому что через окно тоже же ультрафиолет свет битки. Сондықтан, мазать надо. SPF крем там. Вот, мы еще мажем 2 пальца. Это прям ровно. Бізге прям хватает, что хватает. Да. Вообще, мы когда раньше красились, мы вообще базу под макияж, вообще крем, и наша кожа шелушилась. Типа, сухого кетеда, и поэтому нужно всегда мазать крем. Это прям наша мама тоже без үйреткен, то что всегда нужно мазать SPF-ку. То, что вам лайфхак. Вот, нам говорила мама, а мы говорим вам. Мы типа ваша мама. И, и мы всегда увлажняем наши губы. У нас есть вот такой вот маленький, миленький бальзамчик. Давайте сөйлесейік насчет тона, насчет типа тоналка. У нас есть вот такой вот тон foundation.
Он, короче, он от Estée Lauder. Мы его покупали где? Французский дом, да. Французский дом, да, мы его покупали. Это, конечно, не самый дешевый. Он прям супер дорогой, супер дорогая тоналка. И мы его мажем, по идее, не так часто. Мы вообще тоналками не так часто пользуемся. Но сегодня особый случай. Да. Мажем тоналку с кисточкой. Потому что вообще тоналка флаконовый вообще неудобный. Да, типа мандай. Как горлышко, вообще непонятно, как его мазать. И потом бить не идет. Короче, все. Мажем мы тоналку на лицо. Такая вот точка-точка. Все, теперь мы тушуемся. Мадина забрала у меня мы в школу красим только консилер. А сегодня мы из-за того, что помазали тоналку, и мы мажем консилер тоже. Вот, консилер, по идее, если тоналка жақсақ кішкене, она жағамыз. Ну, там, проблемные места лага, да, там, под глазами, например, огромные мешки. Мы договорились, что будет только Адина показывать, как мы будем краситься, потому что бесполезно показывать меня. Да, ее бесполезно показывать, потому что мы и так все делаем одинаково. Так, короче, теперь я буду сниматься. Видите, все, медитон готовый. Теперь мы не используем вот эти всякие кайт, бронзер, скульптора, потому что я вообще не знаю, что это такое. Мы теперь используем тушь. И если что, стрелки будем делать. Но это так, по желанию. Вообще, мы хотели говорить 10 фактов о нас, но кажется, мы не будем теперь об этом говорить, потому что нам нечего говорить. Накрасили реснички. И, как всегда, все почти шаранский. Так что мы сейчас будем это все протирать. Вот, видите, стрелки. Я, по идее, стрелки рисую не так часто, ну, прям не каждый день, а просто по настроению. Я вообще не считаю, что я умею рисовать стрелки, но вроде норм. Остались последние штрихи, это губки. Вот прям губы крашу каждый день, потому что я обожаю рисовать губы. И вот такой вот огромный у меня есть карандаш. Я его просто разукрашиваю, типа губы. И шканда контур, потому что не умею. Вот теперь реально последний штрих — это блеск для губ. И иногда вот этот блеск я использую как румяна. Я накрасилась, Мадина почти накрасилась, и мы сейчас шашмырчаға күтеміз, пока кебет тараймыз, и потом будем с вами уже выбирать нам лук. Все, біз дайынбыз, уже накрасились. От Адина. Және де мен стрелкаларды сызуға вообще не умею, сондықтан мен оларды сызбаймын. А Адина умеет, то что оларды сызады. Короче, мы решили, что шаш потом кебет. Надо сейчас главное выбрать лук. Да, без вообще не понимаем, что хотим одеть. Вообще идей нету. Еще у нас когда на улице тускло, все очень грустно, все очень тоскливо. Поэтому хочется просто спортивные штаны, толстовки кие салып, грустно идем шоуға. Бірақ біз ондай емеспіз. Біз не үшін әдемі болып бояндық. Біз вообще, знаете, еще всегда маманың киімдерін киеміз. Вот вообще всегда маманың киімдерін киеміз. Сондықтан, когда мама покупает себе что-то, мама всегда 2 штучка берет, потому что білет, что біз маманың все равно киімдерін аламыз. Короче, у меня есть выбор между вот такой вот, как это, типа, черный свитер от Zara. Ну, наверное, вряд ли один, потому что я хотела что-то такое, белое или бежевое. Вот это. И обычный лонгслив. Это, тоже от Zara. Наверное, точно я одену основном свои голубые джинсы. Я тоже хотела голубые джинсы. Ну, короче, без джинсы одели. Контроль. Не, забыл. Вот мы одели джинсы. И теперь оденем свои свитера. Вот, все, я точно. Эти украшения даже покажу. Обычная серебряная подвеска. Вот это вот колечко. И браслетики. Их все равно не видно. Дайте я покажу свои украшения. Вот это одна подвеска всего-то. На руках ничего нет. И... Короче, только одна подвеска. И хопа-на.
Азыр енді біз кішкене шашымызды кептірейік, сосын сендерге оралатын боламыз. Мы готовы. Сендерге қызықты болды деген ойдамыз. Егер осындай форматта тағы видео қаласыңдар, комментарийға міндетті түрде жазыңдар, біз сендердің қалауларында орындайтын боламыз. Тағы да қандай видео бізден күтесіңдер, қандай видео көргілерің келеді, тоже комментарийға жазып кетіңдер. Обязательно біздің инстаграм аккаунттарымызға тіркеліп кетіңдер. Самый белсенді комментаторларды біз оған лайк басатын боламыз. Сондықтан белсенді болыңдар. Давайте енді детали көрсетейік. У меня джинсы синие, без қазір полный рост нормально көрсететін боламыз. И свитер черный, заровский. Видите, подвеска, серебряное лицо. И все. Тоже синие джинсы, обычные. Ремень. Осная вот кофта, которая есть почти у всех, я уверена. Украшение только осана. Цепочка. И все.